Добрый день, уважаемые коллеги. Я присоединяюсь к выступлению Натальи Николаевны и хочу вам сегодня провести краткий обзор всероссийского обучающего онлайн-семинара программы воспитания «Новые возможности и возможные риски», который состоялся 26 августа 2020 года. В соответствии с письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 4 августа 2020 года о внедрении примерной программы воспитания Институт стратегии развития образования Российской академии образования провел обучающий онлайн-семинар. В соответствии с изменениями, внесенными в Федеральный закон об образовании в Российской Федерации по вопросам воспитания обучающихся, Коми Республиканский институт развития образования также приступает к работе к проведению серии обучающих семинаров, конференций, круглых столов по проблемам разработки и реализации программ воспитания общеобразовательных организаций. На слайде вы видите ссылку на сайт примерной программы воспитания, где представлены сама примерная программа воспитания, методические рекомендации по разработке программы и также избранные, разработанные модули, одобренные авторами программы. Вы их можете изучить внимательно и приступать уже к работе непосредственно в школе. По организации этой работы мы вам, конечно, поможем. Далее. О чем же говорили нам научные сотрудники, которые приступили к разработке программы? Выступали и Игорь Анатольевич Михеев, директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, Наталья Леонидовна Селиванова, профессор, руководитель проекта по разработке примерной программы воспитания, Павел Валентинович Степанов, заведующий лабораторией стратегии и теории воспитания личности Института стратегии развития образования, Марина Алексеевна Тыртышная, эксперт программы воспитания, и Владимир Витальевич Круглов, научный сотрудник лаборатории. О чем же нам поведали руководители руководители разработки примерной программы воспитания и ее внедрения? Как известно, уже 900 школ апробировали эту программу, школы Российской Федерации. Наш регион в апробации не участвовал, но мы серьезно займемся этой работой в течение ближайшего учебного года. Почему приступили к разработке именно принципиально новой рабочей программы воспитания? В силу того, что действительно к воспитанию невозможно принудить, это приведет к бюрократизации и формализации. То есть получается, что педагоги выступают либо в роли аниматора, который должен развлекать и занимать детей, либо в роли педагога-морализатора, потому что он должен вести профилактические серьезные беседы и отчитываться по количеству проведенных бесед. Принятие управленческих решений в сфере воспитания, которые, понятное дело, должны быть предложены и должны быть осуществлены, должны исходить из понимания прежде всего того, что главный фактор желаемых изменений в сфере воспитания – это мотивация педагога. Об этом тоже уже говорилось и не раз, что мотивация может быть не только стимулирующей, да, то есть когда какие-то выплаты предлагаются классным руководителям, и они на этом уровне, да, выдают какую-то работу. То есть эта работа может быть часто сведена действительно к какой-то статистике. Нет, мы и говорим именно о практике, а о том педагоге, у которого горят глаза, о педагоге, у которого есть желание, необходимость и интерес организовывать совместную деятельность с детьми, которая будет им не безразлична. Главный дефицитный ресурс педагога, понятно, это время. В силу того, что и большая загруженность по урокам есть у некоторых педагогов, нагрузка, да, то есть какие-то мероприятия, которые проводятся на базе образовательной организации, иногда в регулярном каком-то режиме, а иногда просто, что называется, стихийно, да. То есть вот для того, чтобы появилось время и желание у педагога, для этого нужно организовать действительно определенный психологический климат в коллективе именно руководителю образовательной организации.
Главные принципы управления – это доверие и эмоциональная поддержка. Мы часто говорим о профессиональном выгорании, о том, что у педагогов зачастую нет желания идти на работу. А работа, которая проходит в отношении человек-человек, она не может не включать в себя эмоциональный аспект. Конечно же, у педагога должен быть и интерес, и поддержка. Поддержка единомышленников, поддержка других педагогов и поддержка самих воспитанников и их родителей, законных представителей. Вот эту доверительную атмосферу очень важно создать. Очень важно создать именно в школе, в ее стенах. Так, далее. Еще важно понимание того, что воспитание не технологично, а его результаты носят вероятностный характер. Что это значит? Это значит, что мы не можем отследить здесь и сейчас результаты воспитания, что зачастую выпускник школы проявляет себя, да, уже где-то за рамками школьной программы, даже программы университета или института, где он обучался после школы, а может быть даже в трудовой деятельности. И тогда мы можем говорить о том, что в школе были заложены те самые зерна, которые вот проросли и дали этому обучающему расцвести. Таким образом, программа воспитания предлагает цели, рабочая программа воспитания, да, которые актуальны для вашей школы. То есть очень важно помочь педагогам увидеть потенциалы совместной с детьми деятельности и способы его реализации. Помочь школам создать реалистичные программы, учитывающие требования ФГОС и уникальность каждой школы. А также помочь педколлективам решать с помощью данных программ проблемы личностного развития школьников, их гармоничного вхождения в социальный мир и профилактики противоправного поведения. Особенности примерной программы. Во-первых, это программа «Конструктор». Она упрощает процесс разработки школами своих программ. Далее программа планируется одна. Программа воспитания, то есть она не разделяется на уровни образования, как это было до сих пор, являясь частью образовательной программы, а представляет собой одну комплексную рабочую программу, что сокращает объем и количество обязательной школьной документации. Далее, единство цели воспитания. Это очень важно, потому что она формулируется на основе базовых ценностей, объединяющих наше общество. Программа носит деятельностный характер. Прежде всего, это подчеркивают все разработчики. Она позволяет преодолеть мероприятийность воспитания. То есть мы очень часто отчитываемся по количеству мероприятий, но, к сожалению, качество оставляет лучших пожеланий, в том числе не только у руководителей школ, но и у нас самих педагогов. И наша новая рабочая программа, она направлена прежде всего на деятельность. Модульный принцип построения программы, он делает ее более гибкой и вариативной. Каким образом представлены модули в программе воспитания? Они могут быть инвариантными и вариативными. То есть получается, что инвариантные модули, предложенные в примерной программе воспитания, обязательны к присутствию в вашей рабочей программе. А вариативные модули, они могут меняться в зависимости от того, какое направление воспитательной деятельности организовано в вашей школе. То есть, если, например, у вас хорошо организовано направление волонтерства, то таким образом в вариантные модули вы добавляете модуль волонтерства и расписываете его подробно. Среди предложенных примерных модулей имеются подобные. Они разработаны в тех школах, которые уже организовали работу по внедрению программы и уже реализуют свою собственную программу воспитания, написанную на основе примерной программы воспитания. Какие же разделы рабочих программ воспитания нас ожидают и разработка каких разделов будет для нас актуальной? Ну, во-первых, это особенности воспитательного процесса вашей конкретной школы. То есть здесь важна именно специфика вашей школы и особенности ее. Далее формулируются цели и задачи.
Потом укладываются виды, формы, содержания деятельности, и непременным разделом в программе воспитания, в вашей рабочей программе, должен присутствовать самоанализ воспитательной работы. В приложениях к программе обязательны планы воспитательной работы, календарные так называемые планы. Вот именно календарные планы воспитательной работы, которые в каждой школе есть, которые в каждой школе работают, они должны быть расписаны уже по 3 уровням образования. То есть это начальное общее образование, основное общее образование и среднее общее образование. Таким образом, именно в планах работы отражается уже специфика по именно уровням возрастным, да, особенностям обучающихся на том или ином уровне. В особенностях школы в примерной программе дан алгоритм, по которому школа может описать специфику своей деятельности в сфере воспитания. То есть здесь вы говорите о том, чем ваша школа отличается от многих других, в чем ее уникальность. Цели и задачи формируются и конкретизируются. Общие цели и задачи формируются в соответствии со спецификой вашей воспитательной деятельности и, естественно, соответствуют тем требованиям, которые нам предъявляют ФГОСы и другие нормативные документы. Виды, формы, содержания. В примерной программе показаны возможные способы воспитания по каждому модулю, которые школа может выбрать или дополнить своими собственными. Об этом я уже тоже говорила выше, что модули могут быть инвариантными и вариативными. Самоанализ – обязательная часть программы воспитания. В примерной программе даны возможные направления, критерии, способы осуществления самоанализа воспитательной деятельности школы. План воспитательной работы по 3 уровням образования. В методических рекомендациях представлен один из вариантов матрицы такого плана. Так, каким образом пошагово выполняется алгоритм по созданию рабочей программы воспитания в вашей школе? Во-первых, необходимо прислушаться к тому эмоциональному отзыву, который рождается у вас, когда вы изучаете примерную программу воспитания, рассматриваете методические рекомендации к ней и какие при этом у вас возникают мысли и настроения к предстоящей работе. Если это девиз эмоциональный «у нас так», то в таком случае мы просто редактируем набор и содержание модулей примерной программы, исходя из специфики школы. То есть вы уже работали в этом направлении, те воспитательные направления, которые вы осуществляли, действительно результативны и действительно приносят эмоциональный какой-то всплеск и поддержку у обучающихся, у их родителей и у педагогов школ. Вы просто структурируете программу в соответствии с примерной программой воспитания. Если эмоциональный отклик звучит следующим образом: мы хотели бы так, то мы просто заимствуем понравившиеся идеи из примерной программы и пытаемся их реализовать. Если отзвук проходит под девизом «у нас иначе», добавляем новые модули, описывая содержание деятельности по образцу примерной программы, о чем тоже было сказано. Вот программа-конструктор, то есть мы ее составляем сами, и мы отражаем в ней прежде всего специфику своей школы. Конкретизируем цели воспитания. Ну вот видите, тут такие кубики, да, у нас на слайде представлены. То есть как стеночкой укладывается вначале знаниевый, да, компонент, то есть усвоение школьниками социально значимых знаний. То есть только усвоив нормы и правила и принимая их, обучающийся может перейти уже на 2-ю ступень – развитие социально значимых отношений школьников. Вот, имея уже ценностное отношение, да, и, так сказать, пропустив через себя вот эти знания и нормы, и уже найдя отзвук в сердце каждого обучающегося, мы помогаем школьникам приобретать опыт участия в социально значимых делах, когда уже есть мотивация, когда уже наши обучающиеся готовы к этой самой социально значимой деятельности. Подбираем в свою программу нужные модули. Посмотрите, здесь в верхней части слайда представлены инвариантные модули, то есть те модули, которые обязательны для
для присутствия в вашей программе воспитания – это школьный урок, классное руководство, курсы внеурочной деятельности, самоуправление, работа с родителями, профориентация. То есть вся та работа, которую вы осуществляете в своих школах. Вариантными модулями могут быть модули экскурсии и походы, ключевые дела школы, детские общественные объединения, школьные медиа, организация предметно-эстетической среды и другие, какие направления воспитательной деятельности действительно работают в вашей конкретной школе. Например, можно добавить модуль волонтерства. Далее мы вставляем в текст программы те способы работы, которыми мы пользуемся. Если вы обратите внимание и еще раз вернетесь к сайту примерной программы воспитания и там рассмотрите те модули, которые вам представлены для изучения, то увидите, что они расписаны и на внешкольном уровне, на школьном уровне, на уровне классов, на индивидуальном уровне. То есть так или иначе, те события, которые происходят в школе, они отражаются и в работе класса, и на школьном уровне, и в том числе на индивидуальном уровне идет воспитательная работа. Каким образом мы узнаем о результатах своей работы? Разработчики программы, так скажем, призывают нас, педагогов, все-таки вернуться к педагогическому наблюдению, потому что анализ динамики личностного развития школьников без педагогического наблюдения не может считаться объективным. Да, есть методики. И мы проводили эти методики много лет, да, определяя уровень воспитанности наших обучающихся. Но, к сожалению, эти методики не могут дать общую картину, да, и не могут быть объективными в отношении именно замеров воспитанности наших обучающихся. Поэтому те карты педагогического наблюдения, которые есть в ваших школах, те карты, которые предложат нам разработчики, они будут нами широко использоваться в практике уже с 1 сентября 2021 года. Также о результате работы в школе нам говорит наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и взрослых. Каким образом мы можем констатировать, да, что события, которые у нас в школе происходили, они действительно насыщены и личностно развивают наших обучающихся? Это можно сделать при помощи анкетирования или опросов педагогов, старшеклассников и родителей. То есть вот отношения во взаимосвязи, да, человек-человек, когда все участники образовательного процесса являются действительно организаторами этого самого процесса, в таком случае и результативность нашей воспитательной деятельности имеет место быть действительно на высоком уровне. Что ж, уважаемые коллеги, повторю еще раз, нас ждет большая грандиозная работа. Коми Республиканский институт развития и образования вам в этом станет сотрудником. Мы с вами встретимся еще не раз и будем в течение всего учебного года обращаться именно к работе организационной, будем оказывать вам методическое сопровождение для того, чтобы ваши программы воспитания, рабочие программы воспитания в школе стали понятными, доступными, практичными и, самое главное, действующими. Спасибо большое за внимание. До новых встреч!